В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать социальные пособия более адресными. К середине апреля Минтруда, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба России предложат изменения в законодательство с тем, чтобы социальные пособия получали люди, которые действительно в них нуждаются. Также в срок до 1 мая 2019 года Медведев поручил рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проанализировать структуру денежных доходов населения и на основе этого анализа определить приоритетные меры по увеличению основных видов этих доходов. Общий объем инвестиционной программы Якутии на 2019 год увеличится на 2 миллиарда 182 миллиона рублей и составит 15 миллиардов 900 миллионов рублей. Изменения в инвестиционную программу республики внесли в рамках корректировки государственного бюджета Якутии. Увеличены расходы на реализацию мероприятий плана социального развития Центров экономического роста Якутии за счет федеральных средств в сумме свыше 424 миллионов рублей. Более 203 миллионов рублей дополнительно планируется предусмотреть за счет безвозмездных поступлений на реализацию проекта по созданию современной судостроительной верфи на базе Жатайского судостроительного и судоремонтного завода. Компания «Газпром» построила 99% газопровода «Сила Сибири». Планируется, что «Газпром» начнет поставки газа в Китай по «Силе Сибири» уже с 1 декабря текущего года. Также в этом году «Газпром» направит на строительство «Силы Сибири» 147,5 миллиардов рублей. Напомним, «Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубических метров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Всего «Газпром» планирует тратить на инвестиции в готовые проекты около 1 триллиона рублей ежегодно до 2035 года. Об этом сообщается в презентации компании ко Дню инвестора. В этом году «Газпром» рассчитывает инвестировать порядка 1 триллиона 330 миллиардов рублей. Отмечается, что в 2035 году ежегодные инвестиции могут увеличиться примерно до 1 триллиона 200 миллиардов рублей при условии высокого спроса на газ. Между тем, в Якутии создаются рабочие группы для рассмотрения возможности создания новых проектов нефтегазопереработки. Минпромгеология обосновала необходимость создания нефтегазоперерабатывающих производств на территории республики. Это сложность доставки нефтепродуктов, высокая волатильность биржевых цен на нефтепродукты и необходимость привлечения на длительный срок значительных кредитных средств. Продолжение темы. В начальной стадии находится совместный проект компании BP и Роснефти по разработке 2 нефтегазовых участков в Якутии. Об этом сообщил глава BP Боб Дадли. В 2016 году BP купила 20% совместных предприятий на основе Тасюряхнефтегазодобыча. Напомним, Тасюряхнефтегазодобыча ведет разработку центрального блока и Курумского лицензионного участка Среднеботообинского нефтегазоконденсатного месторождения. Добыча на месторождении ведется и составляет около 1 миллиона тонн нефти в год. План разработки месторождения предусматривает выход на полку добычи на уровне 5 миллионов тонн в год. Президент Владимир Путин подписал указ о переименовании Министерства по развитию Дальнего Востока в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, на министерство дополнительно возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития арктической зоны. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.